Владивостокский государственный университет входит в 100 лучших вузов России и является одним из лидеров среди дальневосточных университетов. Процесс подачи документов очень прост. Можно подать документы онлайн через портал госуслуг, либо очно прямо в университете. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и документ об образовании. Количество бюджетных мест в этом году увеличили, а также с недавнего времени вуз расширил спектр своих образовательных специальностей. Спектр направлений у нас расширился. Появилась инженерная школа, направление горное дело, автоматизация технических процессов и производства, мехатроника, робототехника. Но и от старых мы не отказались. То есть присутствует экономика, IT-направление, экология, туризм. Один из наших таких плюсов вуза и эксклюзивность, индивидуальность – это то, что общаги неразрывны с учебными корпусами. То есть зимой не надо выходить на улицу в какой-нибудь снегопад, вы просто спускаетесь по эскалатору и находитесь уже в вузе, приходите на пары. В Тихоокеанском государственном медицинском университете обучаются около 5000 студентов. Он является одним из крупнейших медицинских учебных заведений на Дальнем Востоке. Вуз предлагает образовательные программы в области медицины, фармации, стоматологии, медпсихологии и других специальностей. У студентов есть возможность сразу после выпуска быть трудоустроенными в медицинские учреждения. Мы формируем уже проходной балл тогда, когда все абитуриенты подадут. Это зависит, то есть, от того, как все экзамены сдали в целом. Экзамены у нас химия, биология, русский в основном на все направления, на клиническую психологию, по программам высшего образования. На клиническую психологию у нас получается русский язык, биология и на выбор либо обществознание, либо профильная математика. В Российской таможенной академии прием документов начинается с 20 июня по 25 июля. Процесс приема ведется так же, как и во всех вузах. Академия предлагает образовательные программы по таможенному делу, включая подготовку таможенных специалистов, бакалавров, магистров и докторов наук. Как отмечает ответственный секретарь, касаемо трудоустройства в академии развивается перспективное направление – электронная таможня, куда требуется большое количество новых кадров. Наш вуз – единственный вуз на Дальнем Востоке, который реализует образовательные программы в системе Федеральной таможенной службы. Места уже в этом году перераспределены. На таможенное дело у нас будет принято на бюджет 19 человек, юриспруденция 18 человек и экономика 11 человек. Высшее образование Дальнего Востока сейчас активно трансформируется. Появляются новые уникальные образовательные программы, улучшается инфраструктура университетов и ведутся перспективные научные разработки. Лиана Михайлова, Владивосток.